С крепкого рукопожатия к деловым разговорам ключевая в рамках визита российской делегации в Японию – это встреча министра экономического развития России Максима Орешкина с премьер-министром страны восходящего солнца Синдзо Абе. Здесь также традиционно Рустам Минниханов. Говорят о конкретных проектах между странами. Японская сторона называет колоссальными результаты их визита на Восточный экономический форум в сентябре этого года. Октябрь, Япония, Киото и ежегодный международный форум наук и технологий в обществе. Здесь говорят только об инновациях, а ведут переговоры на перспективу. Рустам Минниханов 6-й раз на форуме. Это площадка для определения трендов, отмечает он. Детальное обсуждение совместных проектов проходит уже в кулуарах форума, тет-а-тет с учредителем форума Кодзи Оми. Такие вызовы, стволовые клетки, 5G, значит, водород, роботы, электромобили, вот все эти вопросы, они очень актуальны. И очень важно это услышать и держаться в правильном тренде. В нашей республике есть опыт привлечения японских финансов. Работу в этом направлении продолжили на форуме Татарстан-Япония. 2 года назад был запущен завод «Амоний». Японский банк международного сотрудничества помогает в создании платформы для поддержания японских инвестиций на Дальнем Востоке. Татарстан рассматривается в качестве одного из стратегических партнеров. Уже на татарском языке говорил Рустам Минниханов со вдовой и мамой японской мечети Ракибой Кильки. Мусульманский храм в городе Кобе появился в 1935 году. Мечеть открыта для посещения и является туристической достопримечательностью. Япония и Россия сотрудничают по 8 направлениям, в том числе и проекты в области химии и медицины. Во время посещения Института физико-экономических исследований РИКИН Рустаму Минниханову показали лабораторию регенеративной медицины. РИКИН сотрудничает с КФУ. Наши врачи проходят стажировку. В образовательной сфере сотрудничество налажено с университетом города Канадзава. Здесь Рустам Минниханов встретился со студентами. Цель – активизировать обмен в будущем году. Высокие технологии, самые последние в университете. И в то же время прекрасный, красивый город, прекрасные места для туристов, для жителей. И то, что вы сохранили все это наследие, это очень впечатляет. И символом пребывания Рустама Минниханова в Японии станет сакура, которую он посадил. От дерева ждут цветов, от встреч – плодов переговоров. Альбина Аслагараева, Марат Хусаинов, ТНВ, Япония.